Сегодня я расскажу о том, о чем запрещено говорить в современной России, о правде, о том, что на самом деле произошло в Чечне, как Россия просто убила тысячи мирных людей, просто так, просто ради власти, амбиций и, конечно же, ресурсов. Посмотрев это видео, вы будете знать все о войне в Чечне, правду и ничего, кроме правды. Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Начинаем. Причины и история конфликта. С началом перестройки в разных республиках СССР активизировалось национал-патриотическое движение, которое понимало, что настало самое лучшее время освободиться от многолетней оккупации. На фоне этого конкретно в Чечне в 1990 году был создан Общенациональный конгресс чеченского народа во главе с генералом Джохаром Дудаевым, который ставил своей задачей выход Чечни из Советского Союза. 8 июня 1991 года этот же конгресс провозгласил независимость Чеченской Республики. Причем хочу отметить, что это было сделано полностью учитывая все нормы законодательства и Конституции СССР, что давало полную легитимность ее независимости. А 6 сентября они объявили распуск государственных структур Чечено-Ингушской автономной республики, руководство которой поддержало августовский путч в Москве. В этот же день к правительству Дудаева перешли помещения Верховной Рады, телецентр и дом радио в Грозном. После распада СССР в декабре 1991 года новоизбранный президент Дудаев объявил о выходе государства из состава Российской Федерации. В декабре того же года Чечено-Ингушская АССР прекратила свое существование юридически. В результате Чечня стала фактически независимым, но юридически непризнанным почти никем государством, так как на тот момент ее признали только лишь Грузия и Афганистан. Представьте теперь шок и ужас России, которая к 1991 году лишилась практически всех земель, которые были у нее под оккупацией десятки лет. Но смириться с этим россияне, конечно, не могли. Да и строить свою страну своими же руками не царское это дело, так сказать. Поэтому единственный выход – это война и борьба за территорию. Впрочем, ничего нового. На основе этого можно выделить две причины, которые стали ключевыми в зарождении конфликта между Чечней и Российской Федерацией. Первое – это стремление Чеченской Республики к полной независимости, что не соответствовало российским планам на нее. Второе – постоянное желание России удержать в своих границах как можно больше территорий бывшего Советского Союза, а в лучшем случае восстановить границы СССР в принципе. Грубо говоря, эти две причины противоположны друг другу, на фоне чего и возник очевидный конфликт интересов Чеченской Республики и Российской Федерации. Одни хотят свободы, другие стремятся к авторитаризму. При этом, если говорить с точки зрения глобальной истории, то противостояние двух народов началось намного раньше 1994 года. Чеченцы являются автохтонами своей земли, то есть его первоначальным населением, ведь о предках современных чеченцев и ингушей упоминают еще армянские источники VII века. Чеченцы являются самым многочисленным народом Северного Кавказа и одним из самых больших во всем Кавказском регионе. По численности они уступают только грузинам, армянцам и азербайджанцам. В конце 20 века на Кавказе чеченцы составляли около 1 миллиона человек, а это не маленькая цифра для того времени. Впервые Россия ворвалась в пределы Чечни в начале 18 столетия, во времена Петра I. В конце века России были совершены первые акты геноцида против чеченцев. Тогда произошли попытки массовых переселений коренного населения и его тотальное истребление. Я не успокоюсь до тех пор, пока не останется в живых ни одного чеченца. Эти слова были выбиты на бронзовом памятнике Ермолову, установленном в Грозном в 1949 году, уже после депортации чеченского народа. В ходе Кавказской войны в результате политики жестокого истребления погибло около 3/4 всего населения Чечни. При этом территории северокавказских государств все же были захвачены Россией. Фашизм? Не слышали. Про массовые депортации я сегодня не буду говорить, только лишь по причине того, что у нас на канале есть целое видео, посвященное этому вопросу.
К 1991 году после декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушская АССР была трансформирована в Союзную Республику, а после, как я уже говорил, на основе всех законов и Конституции СССР она вышла из состава Советского Союза и стала независимым государством. На это она имела полное право. После этого Чечня стала первой страной, заключившей соглашение о выводе российских бывших советских войск со своей территории. Этими действиями Россия юридически признала независимость Чеченской Республики. Но держалось это признание в воздухе недолго, всего 3 года, а потом Россия вспомнила о своих имперских замашках. Начало и ход войны. Как ни удивительно, к началу войны Россия шла привычным для себя способом. Что забавно, так это власть, которая на тот момент не была идентичной той, что есть в РФ сейчас. Из этого можно сделать один вывод. Желание отбирать чужое, желание агрессии реализовать свои потребности у россиян в крови. Это воспитание нескольких сотен лет. Наверное, начиная с Петра I, которое с каждым разом воспитывало поколение РФ с местью, жестокостью и завистью. Так, перед боевыми действиями Российская Федерация пыталась максимально расшатать внутреннюю систему чеченского народа. Была установлена транспортная и финансовая блокада Чечни, что привело к коллапсу чеченской экономики и быстрому обнищанию населения. После этого российскими спецслужбами началась операция по разжиганию внутричеченского вооруженного конфликта. Силы антидудаевской оппозиции проходили подготовку на русских военных базах и снабжались вооружением. При этом, несмотря на то, что антидудаевские силы и принимали российскую помощь, их руководители заявляли, что вооруженное противостояние в Чечне является исключительно их личным делом. И в случае российского военного вмешательства они забудут свои противоречия и вместе с Дудаевым будут отстаивать свою независимость. Видите разницу между россиянами и чеченцами? Народ Чечни открыто говорил о том, что в случае нападения бороться за свободу будут абсолютно все, потому что предателей там не просто не любят, их там не воспитывают. Разжигание братоубийственной войны не укладывалось в менталитет чеченского народа и противоречило его национальным традициям. Поэтому, несмотря на огромное желание российской власти сломить чеченскую систему, вооруженное противостояние в ней не привело ни к какому результату. Недолго думая, российское руководство приняло решение о необходимости собственной российской военной операции в Чечне. Стоит отметить, что это было непростой задачей для РФ, так как советской армии в Чеченской Республике был оставлен существенный военный арсенал. Плюсом к тому, чеченцы также создали собственную регулярную армию и приступили к выпуску собственного автомата «Борос». Поэтому боевая готовность Чечни была максимальной. Куда лезли кривые солдаты РФ, непонятно. 1994 год. План у россиян был точно такой же, как и анекдот про Киев за 3 дня. И вот сейчас вдумайтесь и послушайте, что я сейчас скажу, потому как это классический момент переписывания истории. 26 ноября 1994 года россияне пытались штурмом взять Грозный, но их попытка провалилась. В результате неудачного штурма было захвачено в плен большое количество российских солдат. И участие России было доказано документально. Но как вы думаете, что говорили российские власти? Ну что, никто не догадался? Правильно, их там нет. Российских войск там нет. Это все чеченцы сами с собой сражаются. Вот так и сейчас РФ врет своему народу, переписывая историю. Причем тогда тоже рассказывали басни, что все любят русский мир. На заседании Совета Безопасности 29 ноября, перед тем, как Россия, так сказать, официально нападает на Чечню, министр по делам национальностей Николай Егоров заявил, что 70% чеченцев якобы поддержат ввод войск и будут радостно встречать российских солдат, а остальные 30% отнесутся нейтрально. Ну где логика? Ну как можно быть россиянином и верить в эту дичь? Если все так ждут русский мир, то почему была такая жесткая война в Чечне? Почему в Украине ни один город не встретил россиян с распростертыми объятиями? Неужели реально россияне настолько слепы, что не видят, что их никогда никто не ждал, что они всегда выступали в роли обычных простых преступников и мародеров?
Причем я сейчас сказал про мародеров и про события в Чечне, так мне вспомнился один из так называемых сейчас хороших русских, а именно Александр Невзоров. Да, это как раз тот, кто жестко сейчас топит против Путина. А ведь когда-то он был его доверенным лицом. И про события 1994 года тогда он говорил, что пора изъять из обращения термин «ввод российских войск в Чечню». Мы не можем вводить российские войска на территорию России. Забавно, не так ли? А почему мне вспомнилось это в связке с мародерством? Сейчас люди со здравым мышлением поймут мое негодование. Невзоров считает, что присоединение Крыма к России – это настоящий акт мародерства. Вроде хорошо и звучит складно, не правда ли? Однако потом он же говорит, что не видит ничего плохого в мародерстве, так как он не является моралистом. Он говорит, что никогда не жалеет о том, что сделал, и это ключевой момент. Ведь наделал в свое время он немало делов. Почитайте о национально-освободительном движении «Наши». К чему я это говорю? К тому, что я не верю таким, как он. В какой-то момент он стал против Путина, и путинская система, соответственно, стала против него, и ничего более. Опять же, это просто мое мнение. И те, кто слушает и смотрит Невзорова, могут быть с ним не согласны. Так что напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого человека. Но вернемся к событиям в Чечне. 30 ноября Ельцин подписал указ о начале военной операции в Чечне. Видите, это опять же не война, а военная операция. До 9 декабря РФ планировала полностью заблокировать столицу Грозный. До 13 декабря полностью его захватить, а до 19 декабря взять под контроль всю территорию Чечни, рассчитывая на эффект устрашения. Да, страна относительно небольшая, всего 17 тысяч квадратных километров, но как можно было быть настолько самоуверенными? Конечно же, в итоге на практике все получилось иначе. Российская армия понесла первые потери еще за пределами Чеченской республики, а бои разгорелись далеко от Грозного. Приступить к штурму чеченской столицы россияне смогли только в новогоднюю ночь, 31 декабря, что на 22 дня позже, чем планировалось. А потом Россия просто начала бомбить Чечню. Обычные ковровые бомбардировки, как делали фашисты во Второй мировой. Просто сбрасывали бомбы на мирные города, что привело к смерти более 120 тысяч мирного населения. Еще раз. Россия бомбила города, что привело к смерти 120 тысяч людей. И ради чего? Ради власти и имперских амбиций, ради денег и территорий. Все как сейчас в Украине. Все как сейчас в Украине. Люди гибли во время недельной серии массированных авиабомбардировок, ракетных и артиллерийских обстрелов перед основным штурмом Грозного. Обстрелы заняли место самых масштабных со времен бомбардировки Дрездена в годы Второй мировой войны. Просто вдумайтесь в масштаб этого ужаса. План российского командования по захвату Грозного состоял в том, чтобы во время массированных жестких обстрелов продвигать свои войска 4 бронетанковыми колоннами по направлению к президентскому дворцу с последующим его захватом. Залог успеха операции заключался в том, что все 4 колонны должны были достичь конечной точки одновременно. Но план с успехом провалился. Русские бронеколонны были остановлены и блокированы чеченцами в разных районах Грозного. Бронетанковая атака, рассчитанная скорее на достижение эффекта устрашения, была совершенно беспомощной в городских условиях, а запугивание не имело смысла. Чеченские воины блокировали россиян и почти без сопротивления уничтожали их, расстреливая бронетехнику с верхних этажей домов и подвалов, куда танки и бронетранспортеры достать не могли. Российские псевдосолдаты, выжившие после чеченской атаки, пытались аккуратно отступить и занять круговую оборону в домах, но до 3 января почти все россияне погибли или сдались в плен. Забавно, что российские силовые министры скрывали намерение штурма Грозного и уверяли общество и Госдуму в том, что конфликт будет урегулирован без особых потерь и агрессии.
После такого тяжелого поражения в чеченской столице руководитель пресс-службы правительства России признал, что российская армия во время новогоднего наступления на Грозный все же имела потери в живой силе и технике. Но в то же время была распространена лживая информация о том, что войска РФ все-таки овладели городом. Ничего не напоминает? Россияне текст, походу, этот заучивали еще в 94-м и до сих пор им пользуются сейчас. Дальше, пытаясь оправдать выдуманное, войска России возобновили наступление на Грозный. В городе велись жестокие уличные бои. Целыми днями работала артиллерия. Огонь вели по всему, как по мирным кварталам, так и по инфраструктуре. В результате боевых действий в Грозном погибло около 35 тысяч мирных жителей, из которых около 5 тысяч – это дети. Значительная часть погибших – это этнические россияне, которым, по иронии судьбы, негде было спрятаться во время бомбежек и обстрелов, потому что, в отличие от коренного населения, близких там у погибших было мало. Как видите, для России уничтожать своих же – это не в новинку. Так они делали тогда, так же они делают и сейчас. Только уничтожают они своих сейчас другим способом. Просто отправляют своих родственников воевать в Украину, где 80% псевдосолдат возвращаются в черных пакетах. 1995 год. Еще не добившись боевых результатов по штурму Грозного, российские войска перешли к следующему этапу военной операции – установлению военного контроля над всей территорией Чечни. С этой целью фронтовая авиация проводила массированные бомбардировки чеченских населенных пунктов – Шали, Бамута, Чечен-Аула, Мехли-Юрта и распространяла обстрелы на села Ингушетии. После падения Грозного российская армия продолжила свое наступление по всем направлениям. А 10 марта началась осада Бамута, в ходе которой маленький гарнизон чеченских военных более года держался в осаде, нанося значительные потери россиянам. Данные касательно осады города Бамут существуют разные, и становиться на чью-либо сторону я просто не имею права. При этом факт остается фактом. Чеченское войско много месяцев выживало в полном окружении, при этом умудряясь еще и наносить ответные удары по россиянам, вплоть до реальных потерь стороной РФ личного состава, по разным данным от 1000 до 2000 человек. Когда-то был Бамут, сейчас Бахмут. Названия меняются, а агрессоры нет. Бои продолжались. За 1-2 апреля под Гудермесом и в самом городе россияне потеряли 43 бронемашины. В это время было совершено одно из самых ужасных военных преступлений Чеченской войны – Самашская резня, когда после захвата села Самашки российские военные совершили массовое убийство мирного населения. По разным данным было убито до 300 гражданских чеченцев. Все эти страшные события не замалчивались. На тот момент в России пропаганда работала еще не так бетонно, как сейчас. Правду знали, и под давлением Государственной Думы и населения РФ Борис Ельцин должен был рассмотреть возможность ведения переговоров. Продолжение боевых действий в Чечне могло серьезно помешать России на международной арене. Плюсом к тому, из-за войны в Москву к 9 мая не могли приехать лидеры других стран. В связи с этим Ельцин подписал указ о нормализации обстановки в Чеченской Республике, по которому объявил мораторий на боевые действия по 11 мая 1995 года. Вы ведь понимаете уже, что это была просто очередная передышка. После снова начались активные боевые действия. Россия пошла в широкомасштабное наступление. Авиация возобновила бомбардировки по горным селам, что снова привело к большим жертвам среди гражданского населения. Но, несмотря на методические бомбардировки этих районов, чеченские формирования стали сопротивляться жестче и сильнее. Наступление войск РФ прекратилось. Начались ожесточенные и долговременные позиционные бои. К концу второго периода кампании конфликт снова перешел в стадию эскалации вооруженной борьбы. Летом и осенью боевые действия постоянно замораживались и возобновлялись. К концу 1995 года в чеченской армии было около 10 тысяч солдат, среди которых были и дети, и женщины. Там в прямом смысле воевал весь народ. В этот период активные боевые действия почти не шли. Вместо этого чеченские вооруженные силы вели партизанскую войну, которая очень сильно повлияла на будущее Чечни. 1996 год.
В последний год войны российские военнослужащие выбрали тактику выжженной земли. Чеченские города и села буквально превращали в руины, у людей не оставалось ничего. А после, среди этого же пострадавшего населения, россияне проводили так называемые жесткие зачистки, которые с уверенностью можно в который раз назвать геноцидом чеченского народа. Опять-таки, риторический вопрос. Ничего не напоминает? В Украине Россия творит то же самое. Такие же чистки, такая же выжженная земля, тот же геноцид. В течение всего года продолжались активные боевые действия на территории Чечни. Особенно ожесточенными бои были в южных горных районах и на западе страны, в районе Бамута, который российская армия не могла взять больше года. 6 марта чеченской армией под командованием Аслана Масхадова была занята большая часть Грозного, в котором солдаты захватили склады с оружием и боеприпасами. Но окончательно столицу не взяли. После этого в боях в селах Самашки и Старый Очхой россияне попали в засаду и понесли большие потери. У РФ началась черная полоса неудач, которая с каждым месяцем становилась все больше. Военные поражения и все большие потери российской армии вызывали нарастающее недовольство в самой РФ. В Чечне, наоборот, все шло к логическому завершению конфликта, и даже убийство президента Ичкерии Джохара Дудаева 22 апреля 1996 года не ослабило боеспособность чеченской армии. 6 августа 1996 года небольшое подразделение армии Чечни численностью около 1000 солдат вошло в Грозный с новой силой, где, несмотря на численное преимущество россиян, чеченцам удалось за несколько часов захватить почти всю столицу, а после и другие крупнейшие города Чечни – Аргун, Гудермес, а затем и Шали. При этом в Аргуне российские военные сумели удержать только здание военной номенклатуры, а Гудермес вообще был сдан ими без боя. После этих событий Россия стала прямым текстом угрожать чеченскому народу, предлагая ультиматум. Либо чеченцы выходят из столицы, либо она будет сравнена с землей. Но дальше слов ничего не пошло. Ситуацию разрешил представитель президента РФ Чеченской Республики Александр Лебедь, который лично прибыл в Чечню и начал мирные переговоры. Россия понимала, что дальше катиться уже некуда. С каждым месяцем она теряла все больше денег и репутации. По сути, ей стало это просто все невыгодным. 31 августа 1996 года в Хасавюрте было заключено мирное соглашение, согласно которому российские войска должны были покинуть Чеченскую Республику до 31 декабря 1996 года. За документом российская сторона фактически признавала независимость Чечни, а юридическое оформление признания ее независимости откладывалось до 2001 года. Конец войны и ее последствия. Закончилось все победой чеченского народа, который, несмотря на огромные потери, все же выстоял и обрел свою независимость. Согласно официальным российским данным, российская армия потеряла около 5500 воинов. Однако, по мнению большинства исследователей, эти данные являются заниженными. Вероятнее всего, цифра достигает от 20 до 50 тысяч убитых русских солдат, которые и называют большинство независимых исследователей. Существуют данные, что российское руководство не вносило в списки потерь военнослужащих контрактников, поэтому смотреть на цифры с полным доверием написанному очень сложно. Потери чеченской армии по официальным чеченским данным составили около 3000 военнослужащих. Но опять-таки эти цифры тоже могут быть заниженными, потому что не о всех погибших есть данные. Потери среди мирного населения Чечни составили по разным оценкам до 120 тысяч убитых. При этом больше половины чеченцев были истреблены россиянами специально. Действия агрессоров – это чистый геноцид в самом жестоком его проявлении. Людей уничтожали просто так, за их существование, как это было в 2022 году в украинской Буче, Ирпене, Херсоне, Мариуполе и других городах, которые жили или сейчас даже живут под оккупацией. Такой временный конец войны между Россией и Чечней назвать хорошим невозможно. Любая война – это потери и преступления, и любая победа в войне – это огромное количество смертей и трудностей. Хуже всего, когда эта победа оказывается краткосрочной, как это случилось и с Чечней.
Первая российско-чеченская война закончилась для Чечни на самом деле очень плачевно. Несмотря на завоеванную независимость, государство было практически полностью разбито. Эта война считается одной из самых масштабных за последние 100 лет. РФ просто массово и тотально обстреливала мирные города как с авиации, так и с земли. Кроме того, Россия истребила значительную часть коренного чеченского населения. Погибли простые граждане своей страны, мамы и дети. Вот еще один пример того, что когда у Российской Федерации что-то идет не по плану, она просто начинает уничтожать дома, людей, землю. У РФ никогда не было цели в конфликтах. Это страна-агрессор, для которой жизнь ничего не значит. Это уже наконец-таки нужно понять каждому, кто до сих пор пытается как-то оправдывать это болото. Вторая чеченская война. Знаете, я иногда слышу мнение, что, мол, не надо сопротивляться. Ну, захватит Россия Украину. Ну и что с того? Просто будет Украина под Россией. Зато не будет войны. Зато никто больше не погибнет. Но это иллюзия, которая не имеет ничего общего с реальностью. Если бы Россия захватила Украину, то смертей было бы в разы больше. Только не сразу, а потом. Когда Россия бы распространила свою пропаганду на всю Украину, ограничила бы всех в правах, а многих несогласных ждали бы пытки, тюрьмы и казни. А потом руками Украины Россия начала бы более масштабную войну с Европой и всем цивилизованным миром. Опять же, многие зазомбированные пишут, мол, Семен, откуда ты все это знаешь, как бы могло быть? Это все неправда, ты же не ясновидящий. Да, не ясновидящий, но я знаю историю и умею анализировать факты из уже прошедших событий. И сегодня я вам это докажу на 100%. Вы поймете почему. Наверное, на всей планете невозможен мир, пока существует Россия. Причем именно сейчас под Россией я подразумеваю не простой народ, хотя его вина в войне не меньше, а свору преступников, сидящих в Кремле. Почему началась Вторая чеченская война? Казалось бы, 1996 год. Закончилась война. Обе стороны лишились как минимум половины личного состава, добили экономику, угробили свою репутацию на международном уровне. Россия так вообще вылетела полностью с мировой политики и была на грани переворота. Ее система полностью расшаталась. Но, к сожалению, современная, полностью тоталитарная политика таких стран, как Россия, устроена таким образом, что только на войне государство может выработать себе доход и устойчивую власть. Этим и руководствовалась Российская Федерация на протяжении всего своего существования. По сути, это та же профдеформация, когда страна уже не может жить спокойно, не может вести политику демократично. Россия привыкла жить в постоянных конфликтах и войне. На этом там держится бизнес и экономика. Так, после дефолта 1998 года, когда экономика РФ окончательно потерпела крах, а ФСБ после многочисленных реорганизаций возглавил Владимир Путин, идея быстрой победоносной войны была очень привлекательной для власти и бизнесменов. Кроме того, не была снята угроза реставрации власти коммунистов. Тогда в кремлевских кругах зарождался заговор против руководства. Поэтому нужна была так называемая небольшая война, которая бы привела РФ де-факто к состоянию военной диктатуры, затормозила бы демократические процессы и ротации власти, а также гарантировала бы сохранение политических процессов во время правления Ельцина. В этом помог Путин, который, кстати, в отличие от предыдущих кандидатур, был наиболее подходящей фигурой для главы ФСБ. Во-первых, он гарантировал неприкосновенность Ельцина от предстоящего судебного преследования. Во-вторых, был согласен на все военные авантюры. Как говорится, хочешь денег – начни войну. Россия именно так и решила избавиться от глубокого экономического кризиса. После фактического поражения России в Первой российско-чеченской войне многочисленные российские политические круги, особенно военные, выражали недовольство результатами Хасавюртских соглашений, считая, что чеченская проблема не решена, а только отложена. В то же время независимость молодого государства Ичкерия не получила. Не было международной поддержки путем признания ее суверенитета ведущими мировыми государствами и ООН.
Большинство военных экспертов уже тогда понимали, что Россия нападет опять. Этого же ожидали и чеченцы. После войны 1994-1996 года Чечня в прямом смысле откатилась в своем уровне жизни на 50-70 лет назад. Страна была разрушена после ковровых бомбардировок, стали нарастать экономические и политические проблемы, заметно вырос уровень коррупции и преступности, люди стали очень жестокими и достаточно консервативными. В, так сказать, ежовых рукавицах народ начал нарушать права друг друга, дошло все до зарождения экстремизма, уличного насилия. Людей стали наказывать резками на улицах. А с 1997 года чеченские власти даже стали прибегать к публичной казни. Из опасности внутри страны и у ее границ большая часть коренного населения просто выехала из Чечни. При этом жизнь продолжалась, и в 1997 году в стране прошли выборы, где президентом был избран Аслан Масхадов. Сказать, что выборы многое изменили, нет. В государстве на тот момент действовало много неподконтрольных правительству военизированных формирований. Одно из них в августе 1999 года начало боевые действия на территории Дагестана. Выступления подавили, и российское командование, использовав это как повод для вторжения, начало вторую военную кампанию против Ичкерии, которая была не менее кровавой, чем первая. Есть еще один интересный факт. За несколько часов до начала войны 30 сентября 1999 года в интервью российской газете «Коммерсант» Владимир Путин сообщил, что новой войны с Чечней не будет. В этот же день вечером танковые подразделения российской армии вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни со стороны Дагестана и Ставропольского края. Честно, я не понимаю, как зазомбированные россияне могут верить Путину, ведь он врет на каждом шагу, в его словах никогда не было правды. Фазы конфликта и главные события. События 10 лет войны в целом можно разделить на 3 фазы – подготовительную, регулярную, активную и партизанскую. Касательно ее завершения существует 2 противоположных мнения. Одни считают эту войну полностью завершенной, говоря о том, что Чечня начала жить по российским канонам в мире и спокойствии. Другие настаивают на том, что чеченский мир сейчас – это не конец войны, а ее лишь затишье. Я же все больше склоняюсь ко второму варианту. Чеченцы молчат до того момента, пока им это выгодно. Но этот народ вряд ли забыл обо всех зверствах России, вряд ли простил соседей за открытый геноцид. Подготовительная война, которая началась весной 1999 года. Перед началом основных боевых действий произошел ряд важных событий, которые стали переходом Второй Чеченской войны от первого этапа ко второму. 5 марта в Грозном похитили представителя российского представительства, генерал-майора Геннадия Шпиона. Это послужило поводом для подготовки российской армии к следующей военной кампании в Чечне. 7 августа произошла эскалация конфликта в Дагестане, в который вмешались незаконные чеченские формирования исламской миротворческой бригады Шамиля Басаева. В ответ российская авиация совершила серию бомбовых ударов по юго-востоку Чечни и Грозному. После месяца боев чеченцы были вынуждены отойти назад. А потом были очень и очень интересные события. С 4 по 16 сентября произошла серия взрывов в жилых домах. В Буйнакске, в Москве, в Волгодонске, в результате которых погибло 293 человека. Касательно организаторов трагедии существует 2 версии. Это были либо чеченские террористы, или же российская ФСБ, которая выступила заказчиком. Я не могу утверждать со 100% вероятностью, кто организовал эти террористические действия. Я пересмотрел много материала, и там действительно все запутано. Но исходя из почерка и последующих событий, лично я уверен, что это все было организовано лично Путиным. Он тогда, по сути, руководил ФСБ, и эти действия стали подготовкой перезагрузки страны, чтобы она стала на военные рельсы и поклонялась диктатору, что, собственно, и произошло. Как говорится, всегда нужно искать конечного выгодополучателя. Ведь благодаря этим событиям Путин взошел на трон, на котором сидит более 20 лет.
Естественно, власти РФ обвинили во всем чеченцев, и 23 сентября Борис Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северокавказского региона РФ. 29 сентября Россия выдвинула ультиматум Чечне с требованием выдать организаторов взрывов. А на следующий день началась наступательная операция вместе с жестокими бомбардировками чеченских городов. Вот вам логика. И я не понимаю, как кто-то может это поддерживать. Даже если в теории предположить, что взрывы действительно организовали чеченцы, а не ФСБ России, и что правительство Чечни их отказывается выдавать, то зачем начинать бомбить мирное население? Зачем бомбить города и убивать ни в чем не повинных людей? Но Россия ж великая страна, да? Ей же разрешено такое делать по праву сильнейшего, правда? Напомните-ка мне, кто последний в истории так делал? Вторая фаза – регулярная война. Этот период затрагивает активные боевые действия 2 лет – 1999 и 2000 года. В начале Второй Чеченской войны российское руководство всячески давало понять, что усвоило уроки Первой. Главным образом это касалось информационного сопровождения войны и тактики ее ведения. Количество российских войск в разы выросло. Среди них было больше опытных частей, которые к тому же пытались избегать потерь среди личного состава. Кроме того, армия РФ все прошлые годы проходила активную боевую подготовку и готовилась к наступлению на Чечню. Ее действиями теперь не были такими самоотдеянными и хаотичными, как в 1994 году. Перед введением в бой пехоты проводилась длительная артподготовка и воздушные бомбардировки. Россия шла постепенно и, я бы даже сказал, аккуратно. Это замедляло темпы операции, но спешить было некуда. Сначала россияне пытались установить контроль над северной частью Чечни, до реки Терек, и образовать таким образом буферную зону. Но позже, в октябре, войска перешли реку Терек и начали подготовку к штурму Грозного. Операция по захвату чеченской столицы продолжалась около 3 месяцев и стоила российским войскам серьезных потерь. Источники точного количества не дают, информация разная, но в среднем ежедневные потери можно оценить примерно в 40-50 солдат. Длительные обстрелы почти сравняли Грозный с землей. В конце концов столица была взята, часть чеченских отрядов покинула город, другие погибли. Вместе с активным наступлением и бомбардировками Чечни Россия кардинально поменяла свою тактику информационной войны. В 1999 году российская пропаганда стала подниматься на уровень полноценной инфоармии Российской Федерации, которая делала из обычных людей слепых зомби, готовых делать и слушать все, что им говорят. Развязанная тогда война использовала всю ту же колониальную риторику. Дикие народы, требующие усмирения, и радикальные исламисты, ввести переговоры с которыми бессмысленно. О народах, которые буквально молят об освобождении, Российская Федерация говорила на протяжении всего своего существования еще много-много раз. Идентичные монологи об освобождении транслировались Кремлем при полномасштабном нападении на Украину в 2022 году. Риторика все та же, как и агрессивные действия РФ. Заранее подготовленная пропагандистская стратегия победы в войне помогла россиянам в 1999-м одержать ряд значимых побед, при этом получив от гражданского населения ответную реакцию радости и поддержки. Хотя о какой поддержке идет речь, когда под обстрелами гибнут люди? Гибнут, потому что неадекватная власть России решила на войне сделать себе деньги и диктаторский режим. Но же тогда этого в РФ мало кто замечал. Чечня была врагом, а ее народ жертвой, которую псевдогерои России пошли спасать. Второй год войны начался массовым убийством группы мирных жителей в поселке Новые Алды и прилегающих районах Грозного. Дальше россияне захватили столицу, а также города Нажай-Юрт, Ведено, Сержень-Юрт, Аргунское ущелье, Итум-Кале и Шатой. 4-7 февраля 2000 года армия Российской Федерации подвергла обстрелу и авиационные бомбардировки с использованием фугасных бомб село Катыр-Юрт, в результате чего погибли 167 человек. Власти ни публично, ни в официальных документах так и не признали произошедшее противоправным.
В результате потерпевшие не получили никакой помощи. После месяца активных обстрелов и наступлений к 20 марта российские войска установили контроль над всей Чечней. Это событие можно считать концом регулярной войны. Дальше начался третий этап боевых действий под фактической оккупацией. Третья фаза – партизанская война. 20 апреля 2000 года заместитель начальника Генштаба России Валерий Манилов заявил, что военная кампания в Чечне окончена. 23 января 2001 года Путин решил частично вывести войска из соседней страны. Председателем Чечни был назначен бывший верховный муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров. Несмотря на то, что так называемая военная операция прекратилась, в Чечне все равно продолжали гибнуть люди. Против чеченцев воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы – кадыровцы, а также спецбатальоны «Восток» и «Запад» под командованием Сулима Ямадаева и Саид Магомеда Какиева. Внутренняя война никуда не делась. Чеченский народ продолжал бороться за независимость и свободу партизанскими отрядами, в то время как его продолжали истреблять российские силы. За первый год после окончания так называемой военной операции, а если прямым текстом, то войны, произошло 5 подрывов железных дорог и 6 терактов. Чеченцы провели несколько рейдов, включая нападение на второй по величине город Чечни Гудермес в сентябре 2001 года и атаку отряда Гилаева на Ингушетию в сентябре 2002 года. Сама же жизнь в оккупации как таковым освобождением, естественно, не была. Параллельно чеченцев вместе с условным спасением закрывали в подвалах и просто издевались над ними, о чем в самой России почти никто не слышал. Все замалчивалось, и это называется мирной операцией. Вот оно, спасение братского народа. 1 апреля 2004 года кадыровцы провели в селе Самашки спецоперацию, в результате которой пропавшими без вести числится 27 человек. Вот так это работало. Люди просто пропадали. Дальше произошла еще одна страшная трагедия. 9 мая 2004 года в Грозном на стадионе «Динамо», где проходил парад, в 10:35 на только что отремонтированной VIP-трибуне произошел мощнейший взрыв. В этот момент там находились президент Чечни Ахмат Кадыров, глава Госсовета Чеченской Республики Хусейн Исаев, командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-полковник Валерий Баранов, министр внутренних дел Чечни Алу Алханов и военный комендант республики Григорий Фоменко. Непосредственно при взрыве погибли 2 человека, еще 4 скончались в больницах. Ахмат Кадыров, Хусейн Исаев, журналист агентства Рейтер Адлан Хасанов, ребенок и 2 сотрудников охраны Кадырова. Всего от взрыва в Грозном пострадали 63 человека, в том числе 5 детей. Спустя 11 лет после убийства Ахмата Кадырова инициаторы этого события все еще вызывают сомнения. Официальные источники РФ называют взрыв терактом без уточнений, не говоря о какой-то конкретике и фактах. До сих пор гибель президента Чечни в России находится под толстым слоем пропаганды и удобных историй. Неофициально же в убийстве Ахмата Кадырова подозревают лично Путина, по чьему приказу и произошла ликвидация чеченского президента. В последние годы жизни Ахмат стал меньше подчиняться Кремлю, стал неудобным РФ и Путину. Благодаря этому среди местного населения Чечни авторитет Кадырова только увеличивался. Его действительно многие уважали и следовали примеру, то есть пытались противостоять российским властям. Именно это могло быть причиной подрыва Ахмата. В середине дня 9 мая Путин подтвердил сообщение о гибели чеченского президента, а после принял в Кремле его сына Рамзана и выразил личные соболезнования. А потом у Рамзана Кадырова чудом появился статус «власть и деньги». Не кажется ли вам, что это все не просто так? Напишите, что думаете об этом в комментариях. Да и вообще, подписывайтесь на мой канал и заглядывайте в мой Telegram. В общем, после 2004 года партизанская деятельность чеченцев пошла на спад. Последней точкой в борьбе Чечни и России стало убийство Аслана Масхадова российскими спецслужбами. Это произошло 8 марта 2005 года и стало конечным событием Второй Чеченской войны, которая подорвала возможность и готовность чеченцев бороться с российскими формированиями.
На это повлияли и жестокие убийства чеченских лидеров, и банальное истощение страны, которую россияне по всем фронтам пытались стереть с лица земли в принципе. Никаким там освобождением и другими благими намерениями не пахло. В 2006 году Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что можно говорить об окончании контртеррористической операции в Чечне. Однако прошло еще 3 года, прежде чем глава НАК Александр Бортников, выполняя поручение Дмитрия Медведева, отменил на территории Чечни режим контртеррористической операции. 23-25 декабря 2008 года произошла спецоперация ФСБ и МВД в поселке Алкун в Ингушетии. Там был убит полевой командир Вах Джанаралиев, воевавший против российских войск в Чечне и Ингушетии с 1999 года. В общей сложности были уничтожены 12 боевиков. А почти через год, 16 апреля 2009 года, режим КТО подошел к концу. Бороться и сопротивляться было некому, да и сама Чечня спустя 10 лет переориентировалась на более мягкую политику. Все временно затихло. О чем молчит десятилетняя война? Итог Второй Чеченской войны – полная оккупация Ичкерии. При этом ошибочно считать, что после 2009 года чеченская борьба за свободу остановилась в принципе. Чеченцам нужно было время на перезагрузку. После десятилетних боевых столкновений страдает не только экономика, но и военный потенциал. Несмотря на это, в последующие 4 года в Чечне произошло несколько масштабных вооруженных акций за независимость чеченского народа. В ходе Второй Чеченской войны погибло больше 16 тысяч чеченцев и более 7 тысяч российских солдат. А цифры по мирному населению – это просто издевательство над чеченским народом. Издевательство над памятью о тех, кого убила Россия. По официальным данным, РФ погибло около 1000 человек. Только на самом деле, по данным независимых исследований, погибших более 25 тысяч. Потом было обнаружено аж 52 места массовых захоронений, наподобие того, которые российские преступники сделали в Буче. По оценкам правозащитной организации Amnesty International, Вторая российско-чеченская война сопровождалась систематическими нарушениями прав человека, включая внесудебные казни и пытки. Большая часть преступлений остается безнаказанными, хотя в редких случаях пострадавшим удалось получить компенсацию от российского правительства по решениям Европейского суда. За время войны российской армии были созданы сотни фильтрационных лагерей, которые с 1999 года стали очень популярными. Некоторые из них даже получили статус следственных изоляторов, подчиненных Министерству юстиции, но с неясным правовым статусом и без видимых оснований в Уголовном кодексе. Задачей таких лагерей было удержание подозреваемых, которые могли сотрудничать с чеченской армией, а таковыми считались сами солдаты, их знакомые и близкие. В изолятор могли забрать даже однофамильца, какого-то военнослужащего, даже не разобравшись в его реальной семье. По свидетельству президента Ассоциации психиатров Чечни Мусы Дальсаева, в фильтрационных лагерях происходило систематическое издевательство над заключенными и их казнь. Еще одной чертой фильтрационных лагерей стало отсутствие документов о человеке в лагере, что означало автоматическую возможность повторного попадания туда. По состоянию на 23 декабря 2001 года в Чечне действовали более 800 фильтрационных лагерей и фильтрационных пунктов. Наиболее известным фильтрационным лагерем стал СИЗО в селе Чернокозово Наурского района Чечни. Он был создан в 1999 году на базе закрытой исправительной колонии строгого режима. Там проводились систематические нарушения прав человека, пытки, избиения, изнасилования, убийства. Работниками СИЗО были контрактники из Ростова, Волгограда и Владикавказа. По свидетельству одного из бывших заключенных, надзиратели работали в 3 смены. Они никогда не показывали своих лиц. За день контрактники получали около 1000 рублей. Они вызывали своих жертв по очереди и просто над ними издевались. В течение всего дня заключенные должны были стоять с поднятыми руками, исключая только тех, кто потерял сознание. Также работники лагеря развлекались тем, что перед перекличкой пускали в камере слезоточивый газ. Это в первую очередь влияло на здоровье людей, особенно пенсионеров и детей.
Работниками изолятора также было налажено получение выкупа от родственников заключенных. Если же в течение отведенного времени выкуп не был собран, то задержанные или пропадали без вести, или переводились в другую тюрьму на территории РФ. Самое ужасное, что на такие многочисленные нарушения прав человека, на тысячи убийств и издевательств мировой реакции практически не было. Работала жесткая пропаганда РФ, которая скрывала большую часть преступлений. Российское политическое руководство, прежде всего Путин, основной предвыборной кампанией которого стала псевдо-контртеррористическая операция в Чечне, оправдывал действия военных России. По информации правозащитного центра «Мемориал» и Международной Хельсинкской Федерации, по состоянию на ноябрь 2006 года только некоторые уголовные дела о военных преступлениях в Чечне доходили до суда. Большинство обвиняемых были оправданы, амнистированы или получили минимальные или условные приговоры. Что касается пыток, то на ноябре 2006 года Human Rights Watch было известно только об одном случае, когда должностное лицо было осуждено за насилие над заключенными. Кроме пропаганды, Россия пыталась скрыть результаты своих преступлений массовыми захоронениями. Чеченцев не только истребляли без малейшей памяти о них, но и намеренно разрушали их дома, грабили мирное население, насиловали взрослых и детей. Происходил жестокий геноцид всего чеченского народа. Геноцид, который Россия не признает до сих пор. Все то же самое, к сожалению, происходит сейчас в Украине. Российские нелюди уничтожают мирное население всеми возможными способами. То, что было больше 10 лет назад в Чечне, сейчас происходит на украинских землях. Те же пытки, то же насилие, те же смертельные изоляторы и массовые захоронения. Ничего не изменилось, даже Путин тот же. Мне больно видеть эти страшные видео, где российские убийцы снимают казнь украинского военного на видео, параллельно комментируя свою жестокость, которая не налазит на голову и не налезла бы туда даже 100 лет назад. Это ненормально, это не война и не единичный, к сожалению, случай. Это тотальное нарушение прав человека, это геноцид украинцев, это преступление, за которое, не раздумывая, дают пожизненное. Россия не имеет даже малейшего шанса на прощение и оправдание. За все военные преступления и в Грузии, и в Чечне, и в Украине, и во многих других странах Российскую Федерацию нужно как можно скорее судить на мировом уровне. Каждый должен понести равносильное наказание за содеянное, в том числе и сам Путин. На руках миллионов россиян кровь таких же миллионов людей, как они. Сейчас об этом знают практически все, только нужно не молчать, а что-то делать уже наконец-то на правовом уровне. То, что происходило в Чечне, и то, что происходит сейчас в Украине, это показатель. Это картинка для всего мира, который еще жалеет хороших русских и оправдывает Кремль. Путинской системе должен прийти конец. И случится это очень и очень скоро. В качестве краткого итога хочу сказать. Ичкерия оказалась под оккупацией 23 года назад. До сих пор она живет под российской властью и до сих пор лишена своей законной свободы. Но это далеко не конец российско-чеченской истории. Продолжение обязательно будет. Как говорится, месть подается холодной. Напишите в комментариях, что вам известно о Второй Чеченской войне. И как вообще думаете, когда чеченский народ поднимется в очередной раз.